Ваше настроение? Прекрасное настроение. Как еда? Альхамдулилля, вкусно. Альхамдулилля, спасибо, что угостили. Пусть Всевышний примет этот ифтар и привезет вам пользу и сяваб за это. Сколько вы уже в штаб ходите? Надо вспомнить. Годик, наверное, 2. Что вам здесь нравится? Что вы в первый раз запомнили, ваше первое впечатление? Самое первое, что я запомнил, это люди, в первую очередь. Потому что когда приходишь сюда, ты находишь в себе единомышленников, в первую очередь, которые помогают тебе в том или ином деле. Особенно студентам, к примеру. И, само собой, именно, скажу так, полезность людей мне запомнилась очень сильно. Потому что все готовы помочь. Роза Тутасма. Конечно. Что можете пожелать кішілерге, которые только начинают тутарға? Не стати. Берше тутарға кирәк розаны. Хәзер вообще яхшы тотыла роза. Что можете пожелать тем, кто только задумывается или только начал держать пост? Я бы пожелала найти то окружение, которое будет вас вдохновлять на это дело и поддерживать вас в этом. Что вы можете пожелать начинающим, которые будут держать? Начинающим советую очень грамотно питаться на сухур, чтобы было много белка, много воды, чтобы на весь день хватило. И намерение, чтобы было хорошее. Да, конечно, это самое главное. Но я могу сказать, что нужно перетерпеть начальные 5-6 дней. Да. Да, потом, Сила воли нужна. скорее не сила воли, а покой. Как ваше настроение? Альхамдулилля, я устал чуть-чуть просто. Как вам еда? Вкусная, наверное. Из того, что я попробовал, мне понравилось. Как вам наши слушатели? Как вам штаб, молодежь? Я так скажу, я на разных маджелисах присутствовал, и хожу. Когда на маджелисах, если так брать в общем, мне вопросы после не задают, меня это чуть расстраивает, значит, аудитория, она, так скажем, телом здесь, но голова в другом месте. Не заинтересована, да. Здесь есть даже сестра, которая хочет обучаться. Это меня еще больше, так скажем. Я слышала, вам задавали такие острые вопросы. Как вы на них отвечали? Понравились ли они? Кураном и хадисом. Да, Куран, хадис, ответ. Да, и мне это разъяснение ученых. Ничего от себя не говорим. Только то, что передано там. Как вам штаб вообще? Что вы можете ему пожелать? Я желаю процветания в соответствии с религией ислама. Только процветания, да. Главное, чтобы все соответствовало шариату. Это во всем, не только в штабе. Рахмет, сізге Викзур. Настроение отлично, все хорошо. Как вам еда? Очень вкусно. Вкуснее нигде не кормят. Долго ли вы ходите в штаб? Где-то с начала этого года. Что вам здесь нравится? Что вас заставляет сюда, в хорошем смысле, сюда ходить? Отличные ребята, компания хорошая, много разных тем, о чем поговорить. Сегодня, например, много разговоров про религию, знающие люди приходят, кто-то у них узнает информацию какую-то, которую хочет узнать. И каждый свое мнение может высказать, узнать, правильно оно или нет. Что вы можете пожелать нашему штабу? Штабу, всего самого наилучшего, наверное, как и до этого. Всего и хороших людей, да. Өстәлләрегез мул булсын, кешеләр килеп кенә торсын. Сәламәтлек, бәхет һәм байлык. Лучше не скажешь. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте. Я хочу вам задать пару вопросов. Почему вы сюда приходите? Что вам здесь нравится? Люди. Да. Интересно здесь пообщаться с людьми, установить новый социальный контакт. Я здесь нашел и лучших друзей, и просто знакомых, интересных, словно от политики до религии. И все, что между этого, отношения, что-то еще. Что вы можете пожелать нашему штабу татар? Штабу, чтобы было больше молодежи, приходили новые люди, ребята, чтобы было больше родной речи звучало. Туган татар тілі күбрәк яңгырасын, күбрәк җырлар булсын. Шундый теләкләр. Сезгә монда ошыймы? Әлбәттә, монда минем дусларым бик күп. Рәхәтләнеп аралашып кайтам алар. Нәрсә турында сөйләшәсез? Үзебезнең хәлләр турында, тормыш турында, киләчәк турында сөйләшәбез. Рәхмәт бик зур сезгә. Наверное, процветание. Хороших гостей обязательно. Штабта бик күңелле и телисем килә шул күңеллекне бик рәхәт вакытны шулай дальше тотып сакларга. Sağlık, selametlik, biz yaxşılıklar.
Рахмет үзегезге. Продолжать в том же духе, и чтобы всегда были люди, которым интересно собираться вместе, у которых есть о чем вместе поговорить, у которых общие цели и задачи, чтобы вот эта атмосфера дружбы, семьи всегда присутствовала. Что бы вы пожелали? Я присоединяюсь к пожеланиям Резиды. И желаю хорошего дня. Я здесь первый раз, но мне очень понравилось. Здесь такие люди доброжелательные, дружелюбные, веселые. Еда очень вкусная. Бектемне булган, рахмет, Бекзур. Я садом. Что вы своему родному штабу можете пожелать? Чтобы к нам также приходили все больше новых людей, рассказывали о нас, о впечатлениях своих, которые получили у нас в штабе, чтобы наш штаб развивался, рос все больше и больше и больше. Рахмет сизге, Бекзур, за то, что делаете это, за то, что молодежь может приходить, просвещаться. Штабу пожелаю в первую очередь, что это развитие. Вот я слышал, что Руслан Федорович открывает другие штабы, да, по всей России. Вот, и я хочу, чтобы это на самом деле развивалось. И открытие штабов на самом деле позволяет сделать акцент на религии. Это очень хорошо. Почему? Потому что однажды я сидел тоже в штабе и сказал то, что огромное спасибо за то, что Руслан Федорович открывает так много штабов. И человек один воскликнул и сказал то, что а как же вот мусульманская община там есть также в Москве. Вот, и основа в том, то, что очень хорошо, что здесь рассказывают и про ислам тоже. И это происходит ненавязчиво. То есть человек, который впервые приходит сюда, начинает узнавать, он без фанатизма начинает углубляться в религию, находит тех же единомышленников, которые хотят там, да, про религию, про ислам узнать. И без фанатизма находят себе вот этот комьюнити и узнают про ислам, про религию. Вот это, я считаю, основа, потому что смысл нашей жизни на земле, это больше, наверное, связано с религиозной точки зрения. И вот штаб, наверное, это и позволяет сделать. Без фанатизма, именно вот пропорционально. Здравствуйте, Камиль. Здравствуйте. Как у вас дела, как настрой? У меня все отлично, просто все идеально. Я снова в штабе. Я вот вас всех спрашиваю, как вам еда? В русском языке нет таких слов, чтобы выразить, насколько это вкусно, насколько это, не знаю, питательно. Мне все нравится, все просто отлично. Сколько вы уже в штабе? Сколько ходите? Я хожу с 1 сентября, как на первый курс поступил. Вот, поступил бы раньше, ходил бы раньше. Почему вы сюда приходите? Что вам нравится в штабе? Я на самом деле в первый раз вот сегодня пришла с подругой. Я тоже, представляете? Но согласитесь, здесь атмосфера такая приятная, семейная, дружеская, да? Да, интересно очень. Да. Еда тоже, кстати, очень вкусная, национальная. Да, халяль. Халяль. Почему вы ходите сюда? Что вам понравилось? Ваше первое впечатление? Ну, я сразу понял, что здесь собирается молодежь, и для меня это отличная возможность как бы набрать не только социальный капитал, но просто прийти, пообщаться, как сказать, посмеяться с моими друзьями, найти новых друзей, и это просто отлично для меня. Что вас заставило приходить сюда чаще? Что вам здесь нравится? Нашли вы здесь новых друзей? Я нашла парня. Это очень здорово. Я вас поздравляю с этим. Да, спасибо за поздравления. Что еще у вас нравится? Может, еда, друзья новые, да? Мне нравится, да, знакомство, играть в игры, там, в мафию, вот, и мне очень нравится, когда приходит музыкант и все поют. Да, создается такая атмосфера татарская, традиционная, и... Да, после этого хочется начать все-таки учить татарский язык. Ну, никогда не поздно начать. Я слушаю Алмасы, да, есть такая песня. Ну, и Салавата Фатхидинова. И слушаю, кстати, не только шансон, получается, это называется, а я для себя открыла инди-направление, где молодые ребята поют на татарском языке. Я думаю, что это очень клево и важно. Что вы пожелаете нашему штабу? Я пожелаю ему жить дальше. Я не хочу, чтобы это все заканчивалось так. Я хочу, чтобы... Я слышал вроде то, что хотят в Казани открытие. Это просто, как сказать, очень хорошо, то, что это все развивается. Мне это все нравится. Пусть в Казани также будет собираться все такое. Может, я в Казани еще схожу.